Здравствуйте! Русский язык, 8 класс, тема «Безличные предложения». Прежде чем перейти к безличным предложениям, повторим и ответим на вопросы. Какие предложения называются односоставными? Какой член предложения называется сказуемым? Да, в односоставном предложении имеется только один главный член предложения, только подлежащее или только сказуемое. Например, «весна», «потеплело». А в двусоставном предложении оба главных члена предложения – и подлежащее, и сказуемое. Светило солнце, летели журавли. Безличное предложение – это предложение, в котором имеется только сказуемое и нет и не может быть подлежащего. Чем выражается сказуемое в безличном предложении? Обращаем внимание на таблицу. Сказуемое в безличном предложении выражается глаголами, обозначающими состояние природы. Темнеет, морозит, дует, пахнет. Глаголами, обозначающими состояние человека. Не спится, знобит, чудится, снится. Наречиями холодно, жарко, темно, скучно, стыдно. Инфинитивом неопределенная форма глагола. Смотреть, бежать, подготовить, выучить. Сочетанием слов можно, нельзя, нужно, надо, необходимо. С инфинитивом. Словами «нет», «не было» и «не будет». Краткими страдательными причастиями с суффиксами. Особый вид безличных предложений составляет безличные предложения с творительным падежом носителя действия. Действие косвенного субъекта. Например, «ветром сорвало крышу». Это безличное предложение. Сказуемое в этом предложении выражено безличным глаголом прошедшего времени среднего рода в сочетании с творительным падежом носителя действия. Чем ветром. Теперь будем упражняться. Выполним упражнение 192 на странице 126 нашего учебника. Найдите, пожалуйста. Задание звучит следующим образом. Найдите безличные предложения и подчеркните в них сказуемые. Обратите внимание, чем выражено сказуемое в данных предложениях. Отметьте безличные предложения знаком плюс. Первое предложение. К вечеру погода изменилась. Это предложение двусоставное, так как в этом предложении имеется и подлежащее, и сказуемое. Погода изменилась. Второе предложение. Снегом занесло дорогу. Это безличное предложение. Сказуемое в этом предложении выражено безличным глаголом в форме прошедшего времени среднего рода в сочетании с творительным падежом носителя действия – снегом. Следующее предложение попробуйте сделать сами. У вас получится. Из всего вышесказанного сделаем вывод. Первое. Безличные предложения – это предложения, в которых нет и не может быть подлежащего. Второе. Сказуемое в безличных предложениях выражается разными частями речи. Чаще всего оно выражается безличными глаголами. Светает, темнеет, похолодало, а также наречиями жарко, холодно, душно, скучно, весело. Далее следует домашнее задание. Выполните, пожалуйста, и отправьте мне. Я буду ждать. До встречи!